Друзья, всем привет! Вы смотрите «Найзадай» подкаст. Я знаю, что вы привыкли уже к 4 людям в студии, но сегодня нас трое. Сула не смог, но обязательно будет на следующей неделе. А сегодня у нас в студии Дидар, Сарбас подкаст. Дидар, привет! Приветствую всех. Нурбек Карбала, глава Лиги Найза. Ассаламу алейкум. И Михаил Краймер, вестник ММА. Да, обычно мы обсуждаем прошедшие турниры UFC, грядущие турниры Найза и всякие интересные новости в мире ММА, но вот прошедший турнир 89-й в Вегасе был не самый, скажем так, интересный на имена. В принципе, там есть, на самом деле, пару слов, о чем можно, наверное, сказать, послушать ваше мнение, но я думаю, что на нем прям долго останавливаться в этот раз не будем и поговорим о всяких других вещах. Кто смотрел UFC? Наверное, такой первый карт, когда смотришь и узнал только девушку, да, вот эту Наманюнес. Ну и новозеландца Тафа, да? Тафа? Да. Больше остальных никого не смотрел. Бегло пробежался вот по этим двум парам. Ну, в целом, знаешь, вот Тафа, допустим, интересно посмотреть за счет того, что он мауриец, да, там, с Новой Зеландии, обязательно ждешь вот эти танцы, татуировки красивые, да, там, танцы или песни они поют, да, Боевой клич. Ну и ждешь вот этот оверхенд, да, к которому мы привыкли от Марк Ханта, там, от многих других бойцов новозеландских. Но что-то этого не было. Борьба все-таки зарешала, да? Ну, у него так, если типа пан или пропал. Если он попадает, то все в порядке. Если он не попадает, то получается унылый достаточно бой, вот, в котором проигрывают обычно новозеландцы. И это и его касается, и действительно, и, наверное, Марка Ханта, и его брата касается. И... В последнем бою дрался, вот, мы обсуждали в последнем подкасте. Tai Tuivasa. Да, Tai Tuivasa. Да. В принципе, у них у всех, да, действительно, одна и та же история. Очень тяжелые конечности, крепкие подбородки, но при этом они вот, ну, максимально какие-то однобокие ребята. И вот в ММА, наверное, не слишком они эффективные, потому что им больше, наверное, подавая вот кикбоксинг, в котором как раз и Марк Хант тоже себя хорошо зарекомендовал, и тот же Тафа. Вот, но в ММА у них не так хорошо получается. Вообще, из интересного тоже там было 2 молодых бойца, которые выступили на этом Fight Night. Первый – это Шахбазян. В свое время Шахбазяну Эдману пророчили самое молодое чемпионство в UFC. Он должен был побить рекорд Джон Джонса, все так думали. Он шел на большой серии побед, тренировался. Его менеджер, кстати, Ронда Роузи. У нее единственный боец, вот как раз Шахбазян. Армин? Да, просто ее тренер был армянин, и вот как раз Шахбазян, он был подопечным Ронда Роузи, она его как раз помогала ему попасть в UFC. Вот, и сейчас он был на ужасной такой, ну, не серии у него, по-моему, или серия, у него не серия, у него в последних 5 боях, по-моему, 1 победа была. Прям очень тяжелые были бои. И вот сейчас он вернулся с нокаутом. В принципе, бой был яркий. Ты смотрел же, да, Данил? Да, смотрел. Но меня не впечатлило, честно. Я думаю, до следующего хорошего соперника, и все. Но он сам чуть не улетел в нокаут, там реабилитировался немножко. Непонятно попал и добил просто в партере. Такой... В UFC были такие, да, вот моменты, когда они делали ставки, вот пророчили, тот же был такой вот... Сейдж Норкот был. Норкот, да, который в One UFC ушел, да? Да. Его 2 раза уронили, что ли, да, в UFC, да? Ну, и кость сломали ему лицевую. Да. Причем его такие посредственные ребята там. Да. Вот, поэтому, да, Сейдж Норкот такой был, но вот как раз Шахбазян, его называют бойцом 1 раунда. Он в первом раунде всех побеждает всегда. Очень хорош. И вот со 2-го раунда уже не дышит, руки не может поднять. Если не успеет, не успеет, да? Да, и вот как раз всем топом он проиграл, которые просто переждали этот момент, и, собственно, брали над ним верх. И вот сейчас появился новый тоже молодой парень, он в этом карде выступил, супер такой, в России зовут Нефор, в Казахстане тоже, такой кучерявый парень в татуировках. А у него такая татуировка насквозь, да? Насквозь татуировка, да, у него потом пирсинг в носу у него. В смысле... Ну, он 2 татуировки сделал, здесь круг и сзади круг, как будто это татуировка насквозь. Нифига, туннель, да? Ну, типа, да. Пейтон Талбот зовут парня, он индеец сам по национальности, 25 лет всего, и у него сейчас 8-0, все досрочки, кроме 1 боя. И в UFC уже 2-0. Вот, очень такой тоже интересный персонаж. Я думаю, что весь его мейле выступает, 61. Думаю, что на него прям будет UFC сейчас делать ставку очень большую, потому что парень прям такой супер молодежный. Это же турнир без зрителей был. Вегас, ну да. Ну, в принципе, для без зрителей турнир такой неплохой, на мою минус тем более. Ну, раньше она удивляла нас своими нокаутами, да, таким ярким выступлением. В этот раз... Она, кстати, поднялась вроде, да, в весе? Да, ну и соперница тоже, Рибас, она выступала и в 57, и в 61, и на Маюнус тоже. Вот сейчас на Маюнус, да, опять выступила в 61. Ей, конечно, не хватает там мощи. Да, не хватает. Женственная. Она, на самом деле, хоть и выбривает волосы всегда, у нее самая женственная Она такая перед боем выбривает?
Не, Или просто, всегда? да. Она в Да. какой-то момент выступала с длинными волосами, и потом решила, что все, у меня бойцовская карьера, пока я не закончу, я буду ходить с ежиком. Ничего себе. Она, кстати, тренера вроде, да, поменяла? А я, Она кстати, выходила без... Вот они же все вместе были там Усман. Да-да-да. Ну, вот она выходила без этого тренера. Слушай, ну я в инсте смотрел, вроде она с ним все еще проводит тренировки. Может, не смог он в этот раз Ну, просто. может быть, да. Ну, я не знаю. А так она всегда с мужем еще выходит с Пэтом Берри. Да, вот он был. Да, Вот он был в углу. Кстати, этот турнир, знаете, чем запомнился? Там одного бойца укусили. Да, Я это, кстати, видел, интересная да. история. Я не Я забыл. видел, он еще тату начал набивать, да? Да, он сразу тату набил. И ему сделали этот bite of the night, типа... Укус вечера, ему укус дали вечера. за это 100 тысяч Да. долларов. А того бойца сразу уволили. Заразительный И ладно, пример. еще сразу уволили. Заразительный пример. Бойца, сразу. который укусил, Да. его еще и лишили гонорара. А, да? Да, вот если бы у тебя было бы в лиге что-то подобное, ты бы как поступил? Укус, да? Ну, или что-нибудь там. Ну, знаешь, если есть такая возможность, допустим, за ярое нарушение, когда человек осознанно это делает, там, прям специально, да, надо наказывать. Если есть такая возможность лишить гонорара, и это на него как-то определенно повлияет, почему бы нет. Реально, знаешь, вот много раз бывало так, когда проводишь мероприятие, кучу времени тратишь, готовишь бой, и некоторые бойцы реально подходят вот с какой-то проблемой. Ну, допустим, там он чуть морально там не выдержал, где-то там со здоровьем не так случилось. И многие из этих бойцов в итоге понимают и приходят, некоторые из них приходят и говорят: Нурбек, вот я подвел вас, извините, там, блин. И ты видишь искренне, знаешь, он сожалеет об этом. А некоторые бойцы, они не понимают то, что ты там готовился месяц, то, что здесь вся команда не спала, да, там, ночами, что ты здесь там только и делал, раскачивал этот поединок, а он просто снялся и пошел дальше. И потом еще говорит: а что вы мне бой не даете, там, еще что-то, еще что-то. Ну, как бы, это вот вопрос понимания. Вопрос понимания. Наверное, скорее всего, больше даже вот этого потока, да, человеческого, да, когда вот человек на добро, на все хорошее хочет отвечать хорошим, ну, должен по факту так понимать, да, что должен отвечать хорошим. Но, видишь, не понимает, не все понимают, не все это воспринимают. Некоторые воспринимают это как должное. Ну, типа, сорвался, да, иди ты там, типа, куда-то, да, там. Люди не могут попасть в UFC, этот дикобраз пришел, там, человека укусил, да, там, ну, тоже, да. А что он думал? Ну, да, прославился, да, без гонорара остался, но, тем не менее, не в UFC теперь. Кстати, был перспективный вроде, да? Да, он без поражений Без шел еще. Он поражений. молодой еще, ему Я 20. не видел момент укуса, видел после. А как там это произошло? Он сзади Он его сзади обхватил. стоял, да. И вот я тоже не очень понял даже, зачем это нужно было. Вот Не, просто... у него во рту капа же должна была быть. Да, ну, капа И он была. выплюнул. Да. С капой? Он с капой Хотя, укусил? знаешь, укусил. вот укус... как Нет, там будто- укус был да, с зубами, такой, я что же да, видел. да, зубами. Укус зубами, но мне показалось, как будто он с капой укусил. Ну То да, есть- вот мне тоже показалось, что с капой. Я тоже вот об этом сейчас подумал, что не очень понятно, как он так укусил. Я как дипломированный стоматолог-ортопед скажу вот так. Там был прикус всех зубов и нижних, и верхних резцов и клыков. Ну, выглядело По действительно крайней так. мере. Вообще, просто мне интересно, да, что у человека должно в голове случиться, чтобы кого-то укусить во время боя. Ты же все равно готовился. Я не думаю, что он отрабатывал на тренировку укус. Да. Это Просто он очень еще странно. же был в доминирующей позиции. Он не Да, был он там- сзади со спины да, держал. Со спины держал. Выигрывал, да, тупо, да? Ну, как бы он мог просто перевести, может, Да, там, да. или контролировать, может, нанести удар. Он решил укусить. Эффект. Как его зовут? Я не помню, Бразил. Эффект Бразила. А у меня вопрос такой. Кикбоксер дрался у вас на турнире. И Вахитов. который... Артем Вахитов? Вахитов? Да, Артем Вахитов. Да. Вот были ли санкции какие-нибудь к его сопернику? Нет, почему? Ну, там просто два лоу-кика. Ну, ему больно стало Ты нереально. не смотрел потом мое видео после боя? Да, я видел, он ударил... Он же просто менеджера еще ударил, да. то же самое случилось. Менеджер потом не захотел больше ничего делать. Не понял, как? Ну, Вахитов, менеджер говорит, что-то типа быстро твой соперник отлетел, Вахитова. Он говорит, давай я тебя ударю один раз. Он говорит, давай. А он говорит, 2 раза. Он говорит, давай, один раз ударил, все, и тот, короче, захромал, говорит, все, я больше не... Ну, как Ну. бы то менеджер, а то подготовленный боец. Ну, блин, смотри, Вахитов, он все-таки действительно самый титулованный кикбоксер планеты, поэтому... Не, Дидар, смотри, я тренировался с тайбоксерами, я Мгм. тренировался с каратистами. Вот у кого самые мощные ноги, это тайбоксеры, каднички, кикбоксеры и каратисты. Мгм. Там, знаешь, ноги настолько они крепкие, иной раз просто когда задевает, ну, такое ощущение, как будто сейчас тебе ногу оторвет вообще. Мгм. И- Не, я просто карате занимался. Да. Мы там ноги раскатывали. голень. Да, вот эта раскатка. Да. И знаешь, вот, допустим, этот пацан, насколько я понял, его соперник, он больше борец был, нежели там, ну, с ударных видов спорта. Да? И бывает так, что вот ты никогда набивку не делал, Да. тупо, и тебе попадает там мастер спорта, заслуженный мастер спорта по К1, да, образно,
пробивает ногу, и там, конечно, ты что, звезды в глазах. Для него это, наверное, было больше неожиданностью, да? Да, ну, нога онемела, она, как в песне, ногу свело, и все, и он лег. Я думаю, для него было ожидаемо, он знал, против кого выходил, но просто, наверное, Ну, свои... пер хорошо же, он там в бою видно, как он Не так то, чтобы идет. он успел переть особо. Я вот 2 тоже шага думал. успел Я сделать. про Донченко соперника говорю, я ошибся, прикинь. Не, Все. Я Донченко, этот сваливал, да, этот сваливал. 2 шага успел сделать. Ну, и всё. бывает такое, это Сколько, как 18 секунд, Джамбао. Бывает. Я И ожидал у в этом Жандарбека бою. бывают проколы, так что... Есть же, знаешь, И у Жандарбека бывают есть же зал проколы. славы. Да. Надо сделать зал позора какой-то. Вот. И там Жанкбау в первом типа стоит. Потом вот соперник. Ну, бывает, Вахитова. бывает. Тоже ребята, которые просто вышли. Плавно от UFC мы перешли, короче, к прошлому карду, да? Да-да-да. Давай теперь в будущий карт подойдем. Бирца, который в апреле будет у нас. В апреле... Кстати, мы не поговорили о Армане Ашимове. Да, Все социальные сети казахстанские писали о нем. Ну, реально... не дрался 3 года, с 21 года Серьезно? вернулся. Да. Да, последний бой свой провел У в нас 21 дрался? году. Я, кстати, даже не помню. Может, кстати, наверное, в Назе он дрался. Не-не, в 21 году он у нас дрался. На Давай Алматы-арене, проверим. на Алматы-арене дрался. Я сейчас Да. проверю. Он с азербайджанцем одним дрался, в печень его уронил. Это 21 или 22 был? Мне кажется, это был 22. И что, он с того времени не дрался? Да, он один раз выступал, знаешь, еще по кулачке. И В по Украине, боксу. на Украину Да, ездил. да, Да. И На по Украину боксу. ездил, я помню. Вот на Украине у него как раз-таки последний бой был. Ну, это как кулачка. Это кулачка, я про ММА именно. Махач промоушен, да? Да. Да, я помню. После этого он не дрался. Да, Да. Найза 34, 21 год. Все. Нокаутом выиграл он в печень. И после этого вот вышел. Да, Арману все-таки не стоит простаивать. В 2017 году ему пророчили такое большое будущее. Временный чемпион М1. Да, М1, там уже быстрое подписание в UFC. Наверное, один из таких, не буду говорить, наверное, опытнейших, но один из обсуждаемых бойцов, что действительно в перспективе может попасть в UFC, был он реально. Реально был он. И я даже где-то слышал от таких источников, что где-то что-то контракт даже был какой-то определенный. То есть отправляли, там переговоры была, велись. знаешь, история какая? Он появился на сайте UFC, там есть сайт атлетов, которые выступают либо там на Dana White Contender Да, Series, да. либо на TAF, либо на UFC, вот это общая база. И на сайте появляются, и как раз анкета Армана Ашимова была там. Вот. И она, по-моему, даже до сих пор вроде есть, но при этом он там так и не выступил. Да, вот как-то непонятно. Может, у него... Вот, знаешь, он мне прям уверенно... Один раз, когда я его звал на интервью, Харабалашова, он уверенно мне сказал: Нурбек, у меня есть контракт. Меня отправили контракт. Ну, он не будет врать же. Скорее всего, я думаю, ему отправили контракт, и что-то там не получилось. Там же Саят, кажется, да, двигался, да? Рядом с Да, ним? вроде. Саят. Ну, вот что не отнять у Армана? Это вот это его бесстрашие, улыбку. Вышел. Бой видели же, да? Посмотрели. Ну, прикольный бой, хорошие такие развороты были, удары. Вес не согнал, красная карточка. Ну, естественно, по очкам бы он бы не выиграл однозначно. Надеюсь, хотя бы хорошо он заработал. Ну, кстати, возможно, что и нет, потому что если красная карточка, то, возможно, с него и сняли еще там довольно жирный процент. Ну, Райзен японский, наверное, чуть так хотя бы неплохо, наверное, заработал. Потому что жалко в том плане, что если даже не заработал, просто пошел, проиграл, тоже плохо. Но в целом бой мне понравился. Прикольные удары были с разворота, пинал хорошо рукой, хорошо доставал. Сопернику, наверное, изначально была установка дана, ему нужно просто проходить все 3 раунда, и все будет, победа у него в кармане. То есть, тактически так заложено было. Арману не такой соперник нужен. Арману нужен соперник, который встречным курсом будет бить кость в кость, вот тогда будет хорошая рубка. Это один из тех бойцов, Арман, да, вот в Казахстане, который не избегает, не уходит от боя. То есть дерется напрямую, хороший тяжелый у него оверхенд, хорошая правая, задняя левша, да, он, да? Не помню. Хорошая задняя рука и нога очень хорошая у него. Он на руках вообще, да, один из лучших был в дивизионе в свое время, когда в М1 выступал точно. Я знаю, у него руки очень быстрые. Да, очень. Ну, я Хорошо, думаю, да. сейчас вот какой-то бой там обсуждается с Анурбеком. Не знаю, с Анурбеком, насколько это актуально, потому что если там на руках-ногах они подерутся, Арман... Это будет, кстати, хороший бой в стойке, мне кажется. Никто из них ноги проходить не будет, если вы про Анурбека Мотиватора. Да. Потому что он базовый боксер и в кулачке тоже выступает. И Арман Ашимов, он тоже такой, борьбу не любит. Будь здоров. Такой, там, у него больше поставлена защита от тейкдаунов, и он предпочитает драться в стойке.
Надо посмотреть. Арман что-то ответил сегодня. А этот бой может получиться на нозе, правильно? Да, на нозе нет. На С Арманом у нас такие отношения. Просто я вот когда последний раз с ним разговаривал на нозе, где Жуман дрался, это последний февральский карт был, и тогда Предпоследний. предпоследний. Арман говорил, что у него на 3 боя, что ли, или на 2 боя контракт. Кажется, 3 боя, он сказал. Но при этом, при всем, говорит, ну, я могу там где-то выступить или еще что-то. Какая-то договоренность была. И сейчас посмотрим. А так мне понравился, он такой на веселе приехал, подрался, хорошо подрался. Я думаю, для себя в плане там продышаться он сделал все. То есть продышался. Соперник такой, ну, для нас, конечно, он, может быть, в Японии там популярный, может быть, даже и там в Китае его знают, но здесь... Такой он, на самом деле, он возрастной парень, 37 лет. Никто его не знает. А ты не думал, может быть, этот бой усилит тоже карта совместно с Fight Nights? Потому что, мне кажется, там, знаешь, вот как раз не хватает какого-то прям ветерана казахстанского ММА, и вот либо Арман Ашимов, либо Арман Аспанов классно бы туда вписались. Прикольно было бы. И по Арману Спанову думал, и по Арману Ашимову думал. Просто реально 3 титула. Сейчас добавлять туда или Арману Аспанову, или Арману Ашимову. Надо переговоры вести, там договариваться о условиях. Арману Аспанову хорошие отношения у нас и с Арманом Ашимовым. Я думаю, такое хорошее с твоей стороны предложение. Прям очень было бы интересно, так что... Пообщаемся, поговорим. По-моему, президент Лиги Fight Nights говорил же, что хочет Арману Успанову Ну, что-то они не договорились там, они звонили друг другу. Мы в моем интервью, да, обсуждали это. Вот, в принципе, действительно, они хотели это сделать, но я так понимаю, что Арман много денег попросил. Вот. Слишком, наверное. Какой Арман? Аспанов. Ага. Про Шимова я не спрашиваю. Мне кажется, он как бы достоин своих денег, с учетом того, что он завершил карьеру, как бы нигде не появляется, и это будет появление такое громкое. С одной стороны, да, с другой стороны, надо же, чтобы деньги были. То есть, если ты просишь Вопрос такой же, да. там много миллионов, то нужно, чтобы эти много миллионов у кого-то были. А так, понятное дело, что Арман Аспанов — это веха, типа в казахстанском ММА, очень там яркий боец, просто на него нужно много денег. Да. Ну, наверное, захотел много денег, попросил много денег. Ну, не знаю, пообщаться, подоговориться, в принципе, тоже можно. Сейчас, знаешь, сейчас такое время, бойцам уже надо... Куда ни пойдешь, все бойцы с менеджерами, с какой-то командой двигаются. Сейчас нужно бойцам тоже, как и в боксе, думать о том, чтобы... Ну, они же понимают, что не все могут им гонорары заплатить. И нужно думать о том, чтобы приходить со своими партнерами, но при этом там иметь возможность разместить их на этом ивенте, да? Вот как в боксе. Есть базовый гонорар и остальное партнеркой. То есть ты приводишь с собой партнера, говоришь, вот партнер со мной заходит, он покрывает мои расходы, там-то там и промоушен чуть там имеется этого, ну и при этом и боец зарабатывает. Хороший, ну, насколько я слышал, что есть такая система. Кстати, по поводу этой системы, ты слышал, что иск чем закончился к Дани Уайту и к UFC? Что-то на 350 миллионов, да? 350 миллионов долларов по договоренности сторон выплатила компания TKO, это та компания, которая сейчас входит в UFC, чтобы закрыть 2 иска. Изначально в иске просили 1,2 миллиарда долларов от UFC, но в итоге вот на 350. Вообще спор какой? Спор в том, что многим бойцам предлагали, ну, контракты кабальные достаточно. Вот, им нельзя было уйти с UFC. Когда они уходили с UFC, то им нужно было ждать долгое очень время, а некоторых бойцов даже так было, что до окончания карьеры ты не мог нигде драться, и это нарушает, вот, по-моему, антимонопольные какие-то законы. Вот. Ну, были не очень хорошие дела у UFC в суде, потому что правильно, да. около 1000 бойцов подали иск. Да, тоже странно, как бы так, знаешь, типа, вот, есть человек, да, там становится какой-то определенной звездой, и или промоушен думает, что это он его чисто звездой сделал, или боец думает, что он чисто сам стал звездой. Ну, все обоюдно же, и промоушен, и боец в этом направлении двигались. Также люди должны понимать это, что как бы здесь и профсоюзы, тем более в Америке, они там очень активно работают, и я думаю, что... Это, получается, было по каким-то старым контрактам или уже, ну, как бы... Ну, то, что 1000 бойцов говорит, скорее всего, старый 1200 контракт. бойцов, да, это началось вообще, первый, по-моему, подал Канг Ли, это порядка там, чуть ли не 8 лет назад. Знаю. И потом стали бойцы набираться, и вот набралось порядка там 1000 бойцов, 1200 вроде. Но Марк Хан, кажется, проиграл, да, свое дело? Там у него было, по-моему, чуть другой иск. У него был иск, то, что типа Леснер выходил под стероидами, и да. UFC заранее знала об этом. Да, чуть другая история. Вот. Там тоже выплатили ему, кажется.
Я вот точно не помню уже, как это закончилось. А может, еще и даже не закончилось, потому что в Америке же суды, вот этот иск. Я помню, очень Ромеро они долго. что-то выплатили еще, да? Нет, Не, Ромеро в Ромеро итоге там не другое. выплатили, он выиграл, но там просто компания, которая предоставляла Добавки спортивное эти. питание, Мгм. у нее нету столько денег, сколько он выиграл. И она реально. закрылась, да? Ну, либо закрылась, либо, я думаю, будет ему выплачивать, там, не знаю, В течение нескольких. нескольких сотен лет. Не, ну если они будут выплачивать, если выплачивают, это уже хорошо. Ну, это был крутой прецедент такой. Да. Что у него Ромеро? был- Да, Ну, Ромеро. красавчик. Да, что смог, на самом деле. Ромеро ставить легенда, свою- он не только в ММА, в борьбе, ты что, мы его знаем по схваткам с нашим казахстанским земляком Магомедом Круглиевым на Олимпийских играх. Ну, реально гигант такой. Ну, слушай, даже сейчас вот он последний раз там с Немковым дрался, и там Немков говорит... нет, последний раз он даже выиграл Сантоса, а до этого с Немковым дрался. Немков говорит, что у него удары такие тяжелые, которые он вообще там не чувствовал никогда до этого. То есть супер, вот в свои там почти 50 лет уже Ромеро просто задает такой там... Еще с учетом Огонь. того, что у него шея ломалась в свое Да, время. да. Перелом шеи был уже, операцию делал на шее. Да, очень. Одаренный просто вот какой-то парень. Вообще. Я Ну и в 2000 физически. 2014 году в Майами сажусь на самолет, и супруга рядом. И у меня прям на UFC еду. Прикинь, я в Америке впервые в жизни, и на UFC еду в Лас-Вегас. Лечу. Мы прилетели в Нью-Йорк, с Нью-Йорка в Вашингтон, с Вашингтона в Майами, и с Майами мы в Лас-Вегас. Ну, везде по 3-4 дня. В Майами мы хорошо погуляли. Ки-Вест, Ки-Ларго, вот нулевой километр Америки, все посетили. И я вот как раз только женился и летел в Лас-Вегас. В самолет сажусь, супруга рядом. И смотрю, все сели уже, и что-то кого-то ждем. Долго очень. Ждали там. Видать, один бывает такой, там, типа, зовут, а он где-то там затерялся, пассажир. И смотрю, у всех форма в то время... АК, кажется, была, да? Или как? American Top Team. Ну, и Он Ака в была. этой команде был? Он Нет. в American Top Team. Он American был, Top Team? да. Да. А, вот, American Top Team. Я смотрю, 14-й год, не сказать, UFC-то я знал еще с 90-х годов, а вот эти все команды, не сказать, что я там все их конкретно изучал, но где-то мельком вот именно American Top Team я видел. И посмотрел на нее, такой думаю, какой-то боец, видать, а они команды там 5-6 человек, там разные, и одно место прям передо мной стоит, свободно, никого нет. Я не обратил внимания, и что-то мельком повернулся, развернулся, смотрю, Ромеро идет, прикинь. Я, елки-палки, у меня такой, знаешь, как бы аж мандраж такой, он садится рядом, и теперь на английском ни Б, ни М. Супруга на английском знает, я ей говорю, переведи вот так. И он что-то там, вот, я ему там, когда я сказал Казахстан, он говорит, салам алейкум сразу. Салам алейкум, он был в Казахстане. И мы там, у меня даже есть фотография. Там, Очень тепло относится и к России, и к да, Казахстану. в обнимку с ним сфоткался. Надо сюда вставить, ты тогда скинь монтажу. Она есть, да, я скину. Такая прикольная фотография получилась. И после этого вот я прям всю дорогу мы летели, а там тоже немало лететь, 4 часа, что ли. Я супругу сказал, переведи. Она говорит, я уже не буду переводить. Ей стыдно было. А я его, он Что спит. ты такой там говорил? Я его бужу. Не, я все время что-то спрашиваю, да, там. Говоришь, давай до балла. В самолете. До балла точно нет, наверное. Но у него еще история такая. Да, он сбежал же с Кубы. Сбежал, продал машину, которую ему подарил президент. Он ее продал. И на эти деньги уехал. И сказал семье своей, я вернусь. В Америке завел новую семью. И не вернулся. И не вернулся. Серьезно? Да. Да, вот у него, конечно, есть такое темное. Вот это, конечно, плохо. Вот так он на Кубе оставил свою семью, в Америке создал новую семью. Но человек упорно шел. Да. Давай поговорим о Сейчас предстоящем я карде. хотел еще Ага. чуть добить тему. Смотри, вот ты просто выступил в защиту бойцов, Ага. а я думал, от человека, который владеет организацией, будет немножко другая реакция. Мне кажется, вот Сулы было бы прикольно это вкинуть, но давайте без него попробуем. А ты все-таки, как считаешь, надо быть вот на стороне бойцов? Все-таки смотри, действительно, вот подало там иск 1200 бойцов, а лига одна. Нету никакого конкурента у UFC. И кто бы что ни говорил по поводу там антимонопольных каких-то историй, все-таки монополия — это когда какая-то, не знаю, помощь и рычаги государства, а UFC — это просто выстроенный хороший продукт, к которому они шли там на протяжении 30 лет. И это совсем другая история. Вот. Знаешь, в начале нашего подкаста я говорил, помнишь, про то, что бывают бойцы разные. Бывают бойцы, которые осознают, что они там что-то нарушили, что-то неправильно сделали. В связи с укусом мы говорили. Я тут не на стороне лиги и не на стороне бойцов.
в отношении вот этого именно инцидента, если брать, если не права лига, и она хотела на них наживиться, в плане там, ну, знаешь, типа не заплатить, там, усугубить, сделать кабальное. Когда слово кабальное, оно в любом случае кабальное. Когда есть кабальный контракт, когда человека берут, ну, грубо говоря, в рабство, хотят сделать из него, и когда он там возмущается и говорит: вы что, гоните, что ли, ребята? Ну, это вот так. Ну, то есть справедливость восторжествовала, это всегда хорошо. Это всегда хорошо. И может быть, что там, это же мы видим лицо Дана Уайта. На самом деле не Дана Уайт же это делает, брат. Ну, сам понимаешь, там 1000 человек, маркетинг, юридический отдел и так далее, так далее. Там все они работают над этими договорами. Конечно, они максимально хотят... Я больше чем уверен, что вот эти 300 миллионов, там Наяр чем-то же был, да, и, скорее всего, были переговоры, и они договорились. Да-да-да. Так они договорились, было, сказали: давай вот 300 миллионов, да, мы там это раскидаем, и дальше вы не идете. Не знаю, как было бы дальше. Скорее всего, они их напугали, то, что вы там еще долгое время прождете, и, возможно, мы там не заплатим, мы вот так сделаем, там, ну, банкротами себя объявим или еще что-нибудь. Ну, как бы вот так, да. Но суть в чем? Кто-то хотел ущемить бойцов. У них это не получилось. Это хорошо. Кто-то в будущем захочет, может быть, UFC ущемить в чем-то, когда будут бойцы не правы, а UFC правы. Мы там тоже порадуемся за промоушен. Мы всегда за справедливость. Ну, в смысле, хотим... Любой человек, маломайский, с правильными как бы принципами, он всегда хочет видеть справедливость. В любом моменте. Вот, допустим, даже, наверное, в делах семейных то же самое. Там. Мы же видим, у нас и там супруга, кто-то сразу в защиту там женщины за защиту женщин становится, мужчины за защиту мужчин. А когда ты видишь несправедливость, ты же в любом случае адекватно это расцениваешь. Там женщина или мужчина, ты в любом случае, это не прав, это вот так. И так же здесь. Мы видели в отношении бойцов несправедливость, и раз это уже обосновалось, и они согласились с этим и решили выплатить, ну, это хорошо, это кейс такой крутой. Ну, а ты просто не думаешь о том, что вот тебе начнут говорить бойцы, что... А что они мне скажут? Мало платишь. Да, что мало платишь. Смотри, я уже не раз говорил, UFC зарабатывает, и они платят от дохода. Мы платим не от дохода. Мы не зарабатываем, мы платим от расхода. То есть мы к расходу еще больше расход должны прибавить. Вот так хочешь сказать? Ну, туда бойцы должны понимать, что тогда турниров, ну, будет намного меньше, и они вообще, возможно, их не будет. Ну, то есть вот эта ситуация. То есть все всегда вот начинают сравнивать: вот у нас там, нам тапочки не дали, нам это не дали. Одну вещь не могут понять. Здесь промоушены не зарабатывают. Они делают это в ущерб себе. И просто вот человек, приходящий в такие промоушены, он должен понимать, ну, типа, как тебе сказать, ну, это вот этим работодателям он должен говорить, наоборот, спасибо, что его вообще на бой приглашают, его раскачивают медийно, ему еще какой-то гонорар платят. Ну, не скажу, что маленькие гонорары, исходя из того, что мы не зарабатываем там с моим партнером, да, но при этом, при всем, там, у нас есть команда, да, там 40 человек, еще при этом, при всем, там, во время турниров их там 300-200 человек, бойцы зарабатывают там деньги, ну, я считаю, что здесь возмущения не должно быть. Любой человек, который понимающий, я тебе вот как раз-таки в начале передачи про это и говорил, что понимающий человек придет, скажет, извините, там, и не раз ко мне приходили ребята, вот мы там, вот так у нас получилось, мы там просим прощения. И тогда ты, знаешь, как бы себя так прям хорошо чувствуешь в плане не то, что он пришел и извинился, а понимая то, что он понимает тебя. Понимает то, что ты там... Вот у меня с Жалгасом Жумагуловым такой диалог был. Мы общались там туда-сюда. Он говорит... во втором бою. Он говорит: ну, братан, я, говорит, у меня гонорар такой же. Допустим, в первом бою, если он там 20 плюс 20 выиграл, в следующем бою, ну, по, как говорится, логике должно быть 25 плюс 25, ну, то есть, ну, хотя бы 21 плюс 21. Он мне говорит: ну, не надо, короче, я понимаю, что тебе тяжело сейчас в плане того, что такие гонорары платить. Ты же не зарабатываешь. Я же знаю, что ты... Он мне вот так говорит: я же знаю, что ты не ради денег это делаешь. Вот так говорит. И вот я, говорит, готов поддержать, давай там, сколько можешь, скажи, я там готов поддержать, чтобы там люди пришли. Ну, плюс там... гонорару процент от продажи билетов. Ну, это я предложил. Это я предложил. Ну, кстати, он у нас на подкасте сказал, что он заработал меньше, чем в первом бою. Да. Ну, я тебе скажу. Да, около 30-ки. Да.
Ну, короче, меньше. Ну, вот, кстати, в защиту промоушена хотел бы сказать вот то, что прецедент с UFC. Ну, мне кажется, что без вот этих вот манипуляций, да, я, конечно, всегда за бойцов, но, возможно, UFC бы не было бы таким гигантом, каким оно сейчас является. Нет, здесь нет такого, что типа UFC плохие и бойцы хорошие. Здесь нельзя сказать, что бойцы плохие или UFC хорошие. UFC это, она будет подвергаться критике до конца света, пока она существует. То есть это понятно. Но при этом, при всем, нужно отдать должное UFC. Сколько людям, вот Нганnou ходит, там, вот я в UFC 600 тысяч долларов зарабатывал. Ну, кто ты стал после UFC? То же самое вот история Конор сейчас с Макгрегор. Димитриусом Джонсоном. Ну, видишь, у них же все-таки... Вот в UFC все-таки они больше маркетологи, да, нежели там спортивные эти, как его... Функционеры. да. Они больше маркетологи, и они видят в любом человеке продукт, сколько они, если там из него там вытекает миллионами, они, естественно, там хотят ему там какой-то миллион заплатить. Там 10 заработали, один ему отдали, и все в шоколаде, как говорится. Да, конечно, он понимает, что они заработали больше, но это же компания, которая в свое время вложилась, это делала и двигала, и так далее, и так далее. Это, если с точки зрения бизнеса оценивать, то это нормально. Вот Конор Макгрегор задал правила игры. Но с точки зрения спортивной составляющей, в Димитриусу Джонсону можно было отнестись с большим уважением, да? Я считаю. Потому что я это согласен. 11 защит, это там ни один раунд не проиграл, да, что ли? Моменты были у него такие там Нет, он все-таки раунд, по-моему, проигрывал. Он Дотсону, по-моему, проиграл раунд. Ну да, там 3 или 2 Он был боя. очень доминирующий. Вообще, Да, понятно. Он... крутой боец. Вот, допустим, на примере таких бойцов можно было, ну, как-то по-другому это монетизировать. Просто, видишь... В отношении именно Джонсона, Мышонка можно было по-другому. Это фильм, это какие-то там еще что-то там, какие-то сувениры и так далее, и так далее. Но все-таки One FC же это оценил. Для One FC это, видишь, оказалось такой, как бы, находкой. Смотри, с одной стороны, да, а с другой стороны, опять же, там зритель платит. Pay-per-view не продать было с мышонком. Потом там тоже какие-то... Вообще на легчайший вес продать тоже не хотели. Там был застой, да, по-моему, А в там самой сейчас категории. застой. То есть там, в принципе, не так много народу. Это второй сейчас по количеству бойцов дивизион в UFC. До этого был, ну, по маленькому самому количеству. До этого был первый, по-моему. Сейчас в тяжах меньше, потому что тяжей просто, по сути, мало. Вот, и просто как бы, ну, на маленьких ребят не хотят смотреть. Вот так получается. Там... Я уже сказал же, вот UFC это больше маркетинг. Вот оттуда они эти аналитические данные вытащили по просмотрам, по охватам, по продажам, по покупкам. И все, и сказали: Димитриус, ты стоишь вот столько-то, допустим. Вот и все. Это не спортивные функционеры, да, там, чтобы оценивать человека по там каким-то... Помнишь этот армбар? Подкинул ногой и сделал. Да. Это, мне кажется, в истории ММА это первый, кто сделал так, да? После него... Хеликоптер армбар. Ну, там не совсем он, типа, да. После Ты него... про Диего Брандау, да, говоришь? Да, после него Брандау повторил. Да. Ну, просто еще вот он был больше всего недоволен, что ему не платили процент от pay-per-view, потому что все весовые, кроме наилегчайшего веса, получают процент. Вот, я про это и говорю, что здесь можно было отнестись по-другому. Здесь можно было исключение сделать. Но, видишь, там у нас это, наверное, не скоро еще будет, но к этому, наверное, скорее всего, мы в будущем придем. Но там это работает вот так. То есть ты зарабатываешь деньги, ну, получай с этого там какой-то определенный процент. Ну, просто на кого они еще поменяли? На этого... После был... Сейчас кто? Чемпион? Пантожин? Нет, поменяли... Нет, имеется в виду, когда они с One FC сделали замену, они же поменяли... на них да, взяли. на Бен Аскрен. Но, кстати, на Бен Аскрене они очень хорошо заработали, особенно в бою с Масвидалем. Нет, Бен Аскрен молодец, слушай, хорошо в бою уснул. с Лоулером тоже они очень хорошо заработали, когда он взял бульдог чоук. Ну, да. Какой там был? Бульдог чоук, он его типа вот так вот взял, знаешь, как школьную душа. Да. Кто задушил? Бен Аскрен задушил Лоулера. Ну, как будто задушил, но в каком там раунде? непонятно. Я уж честно не скажу, в каком раунде. Там просто, да, Лоулер потом говорил, что его не задушили, хотя там чуть рука у него Кровавый бой был, да? слабилась. Там просто Лоулер ему Его бил жестко, очень да. сильно бил. И... Я помню этот бой, представляешь? Вот сейчас вспоминаю. Но я помню 2 боя Аскрена, и они оба потерпели такую как бы фиаско жесткое. Первый, это где он? В One FC, да? Нет, в Или One FC он не побежденным был. Беллаторе, да? Тоже непобежденный. Да, он пришел Нет, в UFC. я имею в виду, там же как было, там, но несостоявшийся бой сделали. Он пальцем в глаз засунул, что ли, что такое было, помнишь? Нет, Беллатор или One FC? мне кажется, что... Нет, я не помню. В Беллаторе.
там то ли за титул, то ли такой главный бой вечера, он пальцем в глаз или что-то, или по яйцам ткнул, или пальцем в глаз засунул, и там бой не состоявшийся сделали. Но он проигрывал, по идее. Очень сильно проигрывал, и он там пальцем прям вот так засунул. Ну, может быть, какой-то первый там у него были проблемы, а так он же просто прошелся там по всем. В Беллаторе он и Лиму победил, и Корешкова победил, и Алексахина победил. Он прям по всем Аскрен жестко проходил, причем просто их типа просто борол. И сверху сидел. Корешкова выиграл он, да? Да. Причем вообще там все, прикинь, безальтернативно. У него просто даже и такого гранд паунда нет. Он переводит, и как бы он даже не бьет. Натыкивает. Натыкивает. Как бы он за счет этого просто по очкам выигрывал. Мучает, короче, ребят. Ну, вот этот бой с Масвидалем, да. как сейчас помню. Ну, это такая стала визитная карточка UFC Последний вообще. бой, да? Последний бой. Я помню, Абдулманапагай и Мандолсон после этого боя сказал, надо запретить этот удар. Он сказал... Не, он же после этого выступал в боксе против этого Джейка Пола и тоже... Да, тоже нокаут улетел. Не, вот именно после этого колена он сказал. Абдулманапагай сказал после этого колена, что... Аскрену запретил. Нет, просто колено, удар запретить нужно, говорит. Колено, не знаю, по-моему, прикольный. Ну, там просто... Он же долго спал, там проснуться не мог. Ну, слушай, это один из любимых вообще ударов Хабиба. Просто Хабиб его плохо бьет, но он всегда же влетал с колена. Но это его удар, чтобы сократить дистанцию и пройти. Ну, я к тому, что он его прям очень любил. Всегда влетал. А это, да, встречная. Ну, вот если брать с точки зрения маркетинга, то они на Бене Аскрене, ну, как бы... Очень много выиграли. Много сделали. Да, много сделано на UFC. Ну, на самом деле, он, получается, Бен Аскрен за счет этого, точнее, Масвидаль за счет этого себе имя сделал, начал там за BMF драться, и тогда до титула дошел, так скажем. Да? Это была удачная, так скажем, замена для UFC. Ну, и Мышонок, по идее, он не остался, так скажем... Мышонок только выиграл, 100%. Да, он только выиграл. Он сейчас, получается, стал чемпионом. Вчера буквально он по ветеранам по джиу-джитсу стал в своем весе, получается, чемпионом и в абсолютке. От этого ты не выигрываешь? Абсолютку видел, да? Абсолютку, да. Очень страшно такое. Второе место он занял. Ну, вот видишь, тоже, ты говоришь, страшно, а Айдар Махметов, наоборот, критикует. Я, кстати, почитал, Почему? Да. Ну, во-первых, он говорит, что это по эдалтам, то есть это 35+ возраст. Ну, все привыкли видеть, типа, вот там IBJJF, это, типа, конкурентные молодые ребята. Вот, а это все-таки 35+, и там не очень понятно, какие, например, там регалии. Вот, да, против него был большой парень, ну, какие у него регалии, да, коричневый пояс, но в 35 лет там... У него красный пояс был. Не, там было чистое соревнование чисто по коричневым поясам. Да, коричневые пояса. А у него красный, кажется. Ну, это видимо, для различия. Да. Коричневые пояса. Он, да, я читал Айдара Махметова, он сказал, что, в принципе, это не такое какое-то супер достижение. Он в своем весе, в своем возрасте, по своей категории. Как бы, если бы он выступал по черным и еще на категории ниже, тогда бы это было Однозначно понятно, что это не крутое достижение, не Олимпиада, не по черным поясам какой-то. Да вообще в целом БЖЖ не такое особое внимание привлекает там к себе в мире, да, чтобы там это оценить. Просто суть в том, что это Димитриус Джонсон. Сейчас ты хейт от Айдара Махметова схватишь. Нет, я к чему говорю, что это Димитриус Джонсон, во-первых. Во-вторых, он боролся там со 130-килограммовым, и это завирусилось, вот и все. В этом просто... А, конечно, там понятно, что это как бы не то событие, которое как бы там весь мир потрясло. Не уровень чемпиона там UFC. Там, ну, опять же, там UFC это не БЖЖ, то есть действительно там многие UFC-шники, наверное, на турнирах по БЖЖ не очень хорошо будут выступать. Ну, все, другая борьба. Ну, отдельно по БЖЖ, конечно. По курткам так-то Димитриус красава. Димитриус, да. Мне понравилось то, что он с таким большим мужичком... Тот его еще так схватил, начал крутить, да? Да. Ну, видно, что там нереально. И, знаешь, риск не в том, что типа он проиграет или выиграет в этом бою мог, да? А риск в том, что он мог травмироваться. То есть очень хорошо травмироваться. Туша такой. Да. Ну, кстати, да, когда у меня был небольшой опыт джиу-джитсу, когда вот какая-нибудь здоровая туша на тебя сверху ляжет, там дышать невозможно. У меня травма в БЖЖ произошла, ну, в смысле в грэпплинге. Вот как раз-таки я боролся со 130-килограммовым пацаном, я весил тогда 90. Я, проходя в ноги, он тупо взял за мою шею, а в то время было так, что, типа, шею берешь через руку. Помнишь вот этот момент? Нельзя шею одну брать. А он взял одну шею и начал меня поднимать, короче, вверх. И как бы судья кричит, типа, стой, типа, это какая-то схватка, и он при этом не останавливается. Я на тот момент не заметил, он где-то секунд, наверное, 3-4 я повисел на шее чисто. И как бы так он скривил ее. Потом я уже как бы понял, что у меня там смещение произошло, там, проблемы были, короче, долго. Я долго залечивал шею. МРТ не снимал, но у меня вплоть до того было, что вот эти 2 последних пальца начали неметь.
И это, ну, говорит о том, Да, что нерв какой-то. Да, нерв защемило, там, смещение было и так далее, и так далее. Какие-то у тебя интересные еще темы есть? Ну вот, получается, когда мы тренировались, у меня вообще был небольшой опыт, я с бокса перешел в джиу-джитсу, чтобы как бы, мне там по медицинским показаниям нельзя сейчас заниматься боксом. И вот я ходил 2 месяца, и вот на тренировках были 2 травмы, это вот ребра. Ребята, когда борются с кем-то тяжелым, кто-то там, ну, коленом переходит, там, гард и так далее, вот 2 травмы жесткие были. Ну, если заниматься джиу-джитсу, надо там, мне кажется, выбирать соперников там по весу. Это 100%. четко. Надо даже не по весу, на самом деле, по поясам. Вот я, в принципе, какой-то имею опыт занятий джиу-джитсу. Я тренировался по ММА в молодости много, а вот тоже последние пару месяцев на куртки ходил. Вот сейчас чуть времени нет на это, но тоже успел потренироваться по курткам. Просто лучше всего с белыми поясами не бороться, пытаться к синим. Да, Потому да. что именно белые психи, типа... Они как бы еще хотят только еще начали. доказать, что они И сильнее. еще физика именно Да. пытаются И брать. плюс у них еще техника не поставлена, и где-то они могут нанести Сколько травму. весишь, Динар? У меня сейчас 85. О, мы с тобой Выглядишь как раз больше, в одном, кстати. в одном весе. Больше. А ты сколько весишь? Я боюсь говорить. Почему? Мне кажется, я тоже 83 типа сейчас вижу. Ну, давай поборемся тогда. Нет, я не буду. Нет, ну, я-то не белый пояс, что ты боишься? Я синий уже Давай. взял, то есть не переживай так, что я не травмирую От тебя. халата. Не, я имею в виду, надо сходить побороться вообще. Да нет, смело. Да, поприкалываться. Знаешь, давай поговорим, у нас тоже не так много времени осталось, поговорим о нашем апрельском карде. 26 апреля, друзья, на Алматы-арене, вот сегодня буквально должны выйти продажи билетов, будет наш очередной турнир. Найза, цифру реально там говорить не буду, но следующий наш очередной Найза, почему не буду говорить, потому что, наверное, вот это введение очередности турнира, оно как бы так уже зашло какое-то. Вот недавно видел тоже подкаст Камиля, где он говорит, я вот не понимаю, почему ACA, ну, каждый турнир номерует, да, типа, номерной проводит. Реально, все думают, что это номерной, потому что в Америке так уже довелось, что типа вот с цифрой это крутой турнир, без цифры это как бы так, типа Fight Nights. А у нас все турниры, ну, пока так. Пока нет таких еженедельного календаря, во-первых. Во-вторых, пока нет наименования другого турнира, я думаю, что будет с нумерациями, но мы про это говорить особо там не будем. Будем говорить про какие-то определенно крутые. Вот я думаю, 100-й, наверное, так обозначить можно будет. Видишь, если у тебя не будет номеров, то ты до 100-го не дойдешь. Не, ну они-то будут вестись. Они будут вестись в Topology, там, в Шердоке. Не проблема. Апрель. Кушен. Увидим Кушена. Давно его не видел. Он должен был подраться где-то в Японии. Что-то не подрался или подрался. Нет, он подрался, по-моему, в Японии. Выиграл? Вроде да. Кажется, не подрался. А я помню, что он подрался. Да? Давай сейчас посмотрю. Да. Или выиграл, да? Кстати, тоже видел, что они летали. Да, Это летали. Он точно его- летал в Японию, я вот Да. тоже помню. Да. Мне кажется, подрался. Знаешь, какой бой мне интересен в этом карде? Это Аляскар Перейра. Мгм. Аляскар после поражения и Перейра после поражения в Алашпраде. У Аляскара еще, помимо того, что он проигрывал там Дасану Мангелдиеву в Ахтюбе, очень кровавом поединке, но еще и при этом... При всем Кстати, я видел, да, Да, этот да. бой. Да. простой большой. Да. Ну, он такой достаточно... Они, кстати, я посмотрел, они по телосложению примерно плюс-минус одинаковые Мгм. с Перейрой. И он такой на руках сильный и борется хорошо. Аляскар сильный пацан. Да, да, да. Я Чё-то- посмотрел, что у Кашина. Да? У него победа, но no contest присвоен, потому что он не сделал вес в бою, и присудили бою no contest. Кому? Кашену. Ну, он выиграл Ага. досрочно, но no contest поставили из-за того, что он вес не сделал. Мне Кто не кажется, сделал вес? Кошен. вот этот джетлаг, Да, то есть нифига то, себе. что Арман Ашимов не сделал, то, что вот Кошен не сделал, то есть очень большая разница во времени. Они там дерутся, наверное, как у нас ночью, да, или как у нас днем в Японии. Ага. Мне кажется, вот это все сказывается. Надо заранее ехать, Да, да? и мне кажется, им надо просто Ну, заранее Хабиб ехать. не зря делает, да, вот это говорит же, он, они когда в Саудию куда-то летят, или там другие американские, говорят, они там за месяц, за полтора, все-таки играет роль. Просто Ну, мне кажется, еще если в Америке более-менее понятно, куда ехать, там, кому, Да, да, в какой кемп, то в Японии вот даже так, даже я сейчас не скажу, В какую зал, команду. в зал дзюдо надо идти. Ну вот да, так, или на самурайских мечах какой-то. Я просто даже не скажу, куда, да, поехать, какую команду. За Саралапова слышал? Нет. Саралапов. Парень с нулевым рекордом выходит на замену в ACA с Мгм. парнем с 8-0. Мгм. Не в ACA, а У нас EFC. же. EFC. Нет, первый бой. окей. У Хабиба в лиге. Выигрывает пацана досрочно. Мгм. Приходит к нам 1-0. С Рамиль Султанов. Костаная парень, да?
Нет, он против Рамина Султанова же. Не, он сам с Костаная же. Да. С Костаная парень, с команды «Орлан». Мгм. Выходит у нас на замену то же самое. Дерется с парнем Рамилем Султановым, который сегодня является чемпионом UFC. Мгм. Азербайджанец 7-0 рекорд. 0. Он с Нариманом Аббасовым приезжает. Тоже тяжелый бой. Он даже на этот прием... Распятие было, да? Распятие, Ну, да. ног. Да, Да, распятие да. ног. Он поймал Сарлапова, тянул. Да. И что делает Сарлапов? Выходит оттуда и выигрывает. Да, Представляешь? я видел. На самом деле, ну, мне кажется, для 71 чуть великоват. Наверное, в 71 в будущем его не увидим, тем более молодой пацан. 18-20 лет ему. Ему надо, с весом разобраться. Да, растет 77, но при этом при всем крепкий очень, волевой. И Ильдар Кудайбергенов, наш спортивный директор, когда рекомендовал мне этого пацана, говорит, блин, Нурбек, этот пацан, он такой, да, он молчун, он там особо там разговаривать, говорить не будет, но сильный, он может даже многих сегодня топовых бойцов убрать. Он, кстати, неплохо разговаривает. Да? Да, он не телега, то есть с ним можно разговаривать, чем-то у меня с ним есть интервью, но он, короче, адекватно разговаривает, и, в принципе... Ну, такой серьезный, да? Да. Ну, я к тому, Веселить не что- будет публику. Но он сможет какие-то вызовы делать. Не, ну понятно. Билеты продавать не будет. Да, я шучу. И на Стердауне я выхожу, ну, тут по центру стою. Вот знаешь, мне везет в чем? Я всегда на Стердауне вот эту ауру ощущаю. Даже вот элементарно, когда между бойцами стою, две руки засовываю, я чувствую, как сердце по руке бьется прям. Иной раз бывает одно сердце бьется, бывает два, бывает вообще его нету, а бывает там... Три. Ну, да, бывает три, да. И у меня когда бьется. девушка Нет, играет, нет, и у меня бьется. Ты можешь сейчас между нами почувствовать. И знаешь, это такое ощущение, оно как бы... Я почему-то... Я уже как-то там на вероятности какой-то там доли процентов могу предположить, кто как настроен. По крайней мере, кто как настроен. Ну, для меня это показатель. Допустим, в большинстве случаев так приходит, что кто лучше настроен, тот и выигрывает же в итоге. И так смотришь, думаешь, блин, вот круто. Типа сейчас бойцы там вот так подерутся, там, ну, еще что-нибудь. И вот как раз-таки Сарлапов выходил, блин, на него только посмотрел, ну, думаю, молодой сейчас чуть будет париться там. И мне Ильдар говорит, да не, он говорит, брат, такой дерзкий, вообще там 0 страха. И думаешь, ну, как так? Волнение какое-то должно же быть. И выходит Сарлапов таким, знаешь, кирпичным лицом. Типа, что там, ехал. Вообще спокойно, 0 эмоций. И я такой, опа. В завтрашнем бою смотрим, ну, уже на следующий день, хороший поединок. Он Сарлапова ловит на ногу, там что-то куркается, туда выходит, и он то ли забивает, то ли душит. Да, он сразу, забил, вот да. сразу после этого приема он его забил. Хороший боец. И вот он как раз-таки с Гасановым дерется. А Гасанова, вы помните, Стубета пацан? Это в тим, да. Да, который вызывал вот этого узбека парня, Али Ходжоева. А Али Ходжоев, он после проигрыша уже не хотел у нас драться, насколько я понял. Да, и я тогда ощутил, он Донченко же проиграл, да? Мгм. Да, он как после проигрыша сразу понял, что как бы сложно будет здесь, и начал другие выходы искать. Ну, понятно. Усербай с россиянином подерется. Титаренко с Надиром, с узбеком подерется. Кстати, по поводу Кошена еще хотел сказать. Ага. Кошен, ну, я просто сегодня тоже общался с Жандарбеком. Он ищет соперника хорошего, потому что, ну, первый вариант, который был, он сейчас, к сожалению, сорвался. И, возможно, будет соперник из школы «Шторм». Тоже, то есть, если будет Кстати, соперник с школы «Шторм», Кушеном прям интересно. очень нелегко соперника найти. Почему-то все отказываются. Но он борется хорошо. Странно, да? До этого все кричали там с любым. Сейчас вот, ну, реально по Кушену смотрю, не каждый соглашается. Уже там 3-й или 4-й соперник слетает. Там, тем более, вот один китаец был вообще титулованный, хороший, очень сильный, но при этом, при всем, там, то ли в рейтинге он 50-й или 55-й, что ли, стоит в мировом рейтинге Fight Matrix. Ну, достаточно такой интересный турнир будет. Так что, друзья, если хотите поддержать бойцов, лигу, все время меня все фанаты спрашивают, сколько заплатили гонораров, или почему не платите больше. Вот как раз-таки у вас есть возможность самим непосредственно поучаствовать, купить подписку на ИЗы и стать частью на ИЗы, поддержать наших бойцов на iza.tv. Подписывайтесь и поддерживайте нас. Там, кстати, голосование еще идет. В целом, ну, практически всех оговорили. Отар Мамытов, Саралапов Гасанов, Алиаскар Перейра, Усербай Вагатов, Титаренко Надир. Здесь нету этого. Кушен с соперником. И
не поставили этого. Знаешь, Конглунг парень дерется. Конглунг, насколько я помню, кореец. Это бывший соперник Нурбека Абдрахманова, который, помнишь, это кореец был, с Хабибом. Как Набиев, фамилия? по-моему. О, Булачев. Булачев, да. Это такой, можно сказать, наверное, многие казахстанцы запомнили его. Победил акулу. Победил акулу. Тимура Серикула. Акула так и ждет, наверное, с ним реванша, но при этом, при всем, очень интересный такой парень, красавчик, молодец, зрелищный боец. Я думаю, хороший поединок будет. Вообще можно, кстати, после этого турнира посмотреть, если победят оба, может быть, реванш, сделать да? может быть, сделать Кушен против Хабиба. Потому что у них треугольник такой, да. Кушен же выиграл Тимура. Мне кажется, интересная история. Хабиб выиграл Тимура. Теперь они здесь, да? Правильно говоришь? Ну, еще и подерется за выход в финал команда Тубета с командой Арлан. Это в любом случае должно быть интересно. Вот мне кажется, кстати, самая конкурентная, ну, не считая финала, это самый конкурентный этап Гран-при, потому что с Костаная, Арлан Костанай очень сильный показал уровень. Состав. Да, там состав в основном из команды Горец. Вот. И Тобет Топ-Тим тоже это топовая команда Казахстана, так что для меня прям такой один из самых интригующих. Ну, не один из, а самый интригующий, наверное, этап Гран-при, не считая финала. Ну, насколько я знаю, Арлан, команда, они больше борцы. Да, ну, как бы сейчас уже тоже вообще все там молодые бойцы ММА, скорее это уже бойцы ММА, потому что прям такого яркого разделения, наверное, уже нет. Все понимают, как бороться, и все понимают, как бить. Но, в принципе, да, это дагестанцы. Если честно, вот эта команда Арлан, она мне нравится в плане менеджмента, какую-то определенную работу в организационном там моменте делает. Жарас парень, насколько я помню, Костанай хорошо продвигает. Вот даже когда Арлан там перестал существовать как такая казахстанская команда, он был филиалом этой команды, и он при этом при всем оставил, начал развивать дальше, привез бойцов, поставил их как-то там определенно на зарплату. Наверное, кто-то будет сейчас как-то критиковать этот момент, типа, почему там откуда-то привез легионеров. Это же легионеры, да, это футбольная тема. Но я тебе скажу одну тему. В начальном этапе это нужно, чтобы показать уровень. И для тех пацанов, которые там тренируются. И, скорее всего, этот парень для этого и делает, чтобы раскачать эту тему в регионе. С другой стороны, да. Может быть, у него просто есть хорошая бизнес-жилка, потому что на кону-то стоит сколько денег. Тоже сколько верно. денег? 50 миллионов. 50 да, миллионов. это 50 миллионов, друзья. Это в истории ММА Казахстана такой, можно сказать, беспрецедентный, да? Да, мне кажется, вообще вот именно в истории ММА для ребят, которые там не больше 3 боев провели за свою карьеру, это действительно беспрецедентная история. Так что следите внимательно, скоро мы поймем, кто заберет эти деньги и кому достанутся эти призовые. Там кубок такой крутой, тяжелый. Я видел у тебя в офисе. Да, в офисе у меня стоит. Так что, я думаю, обо всем поговорили? Да. Да. Почему мы сегодня выступили? Потому что это традиционно был подкаст с понедельника, но понедельник у нас был выходной, и сегодня мы решили не изменять традициям, чтобы вы не остались без новостей наши. С теми ребятами, кто есть, вышли и рассказали, я думаю, достаточно так интересно и продуктивно пообщались. Да, если считаете, что получилось не так весело из-за отсутствия Сулы, обязательно пишите об этом в комментариях. Не забывайте подписываться на наши социальные сети. У нас есть и Инстаграм, и ТикТок, Ютуб, на котором вы смотрите сейчас это видео. Заходите на наш сайт, там можно приобрести себе трансляцию следующего турнира, можно проголосовать за любимого бойца, который потом получит какой-то бонус в виде денежного довольствия себе на карту. Смотрите на ИЗУ. Скоро у нас турнир. И встретимся на следующей неделе. Ассаламу алейкум. Всем спасибо. До свидания.